Şoro balam şororo, şoro yanım şororo. Я родилась зимой в небольшом ногайском ауле Терекли. Аул наш находится в Ногайской степи. Мне всегда казалось, что степь — это нежная и всегда юная невеста гор моего Дагестана. Голубые и мускулистые руки их бережно обнимают долину, где раскинулся мой аул, где мой дом, могилы моих предков. Қан түкіре кетіпті, байдың қызы көріпті, басын шайқай кетіпті. Шоро балам шороро. Историю, связанную с моим рождением, рассказывают так. Я должна была появиться на свет первым ребенком семьи, и многие предсказывали, что непременно будет сын. Родственникам нашим особенно хотелось, чтобы родился мальчик, и еще потому, что старшие братья моего отца погибли на войне. Но бабушка, сообщившая о моем рождении, сказала моему отцу: «Да будет богат Колым, что принесет за себя моя внучка». Мужчины, говорят, при этом известие надвинули папахи на самые брови. Тогда моя бабушка сказала: «Я старейшая в роду, волосы мои давно поседели от прожитых дней. К нам пришел от Бога гость, пусть совсем еще крошечный, но гость. С каких пор вы непочтительны гостям? Может, оскудели ваши отары? Родился человек». Одан толған малың бар. Бір малыңды сойып, келген юқларыңды ауған қадыр кеше болған. Міне, мен айтам. Мен айтқан сөз. Кадрия. В этом звучном имени вы слышите? Слышится звонкое пение птиц, нежный запах цветов, терпкий запах полыни, трель степного жаворонка. С ее именем у ногайского народа у всех была надежда, было ожидание чуда. Кого свирепый бог огнем поэзии обжег? Так подвел итог своей жизни и творчества выдающийся англо-ирландский поэт Джонатан Свифт более 250 лет тому назад, имея в виду не только себя, но и всех своих собратьев по перу. Так уж повелось в мире, что поэты всех времен и поколений, поэты с большой буквы, выдвигаются историей и народами одновременно и избираются в свои пророки. Да и как не считать Свифта пророком, если его гениальная строка как нельзя лучше характеризует жизнь и творчество Кадрии? Звезда ногайской поэзии, ее шолпан вспыхнула на небосклоне так неожиданно, так ярко, так самобытно и так самозабвенно, что это было подобно шоку, световому удару, чуду. Вот уж действительно, кого свирепый бог огнем поэзии обжег. Но откуда у маленькой ногайской девочки появился такой божественный дар, который дается Богом раз в век и на великое испытание человека? Давайте заглянем в истоки Кадрии, откуда она начала черпать силы. Кадрия родилась в 1948 году, а я в 1954-м. Разница большая, 6 лет. Я про детство ее ничего не могу сказать. Мы, тем более, что папа ездил по аулам, поднимал сельское хозяйство. И мы с папой ездили
по всем аулам, а Кадрия жила у бабушки. Кадрия со своей бабушкой Бике была связана духовными нитями. Именно она открыла ей древний мир нагайцев. Благодаря бабушке Кадрия приобщилась к богатейшей устной поэзии. Она живо стала интересоваться пословицами, поговорками, дистанами и всегда поражалась и удивлялась глубине их мысли и мудрости. Наизусть, на едином дыхании Кадрия читала произведения Шалкииза, Асана Кайгыла, Абдулкерима Ганиева. Кадрия гордилась родным языком, считая его родником, из которого черпают живую воду те, кто хотят приобщиться к поэзии. В детстве она ходила с бабушкой на сельские свадьбы, где пели народные частушки, дияр, видела сохранившиеся старинные обряды. Внимательно, со слезами слушала бозлав, причитания женщин на похоронах. Она впитывала все это в себя. Ей очень нравился дестан о любви Боз-Жигит, который нежным, задушевным голосом пела бабушка Бике. Еске түсті ялаң аяқ яслығым, сен әйдіклеп өстіреген шақларым, сөз қазынасы жүрегімнің бикесі, сен таныттың маға туған яқларым, ерларың мантаң ойыңман сен енем, еніңнің жүрегіне кіргенсің, навай ойған қыздың яслық ойларын, біріншілей сен аяулым білгенсің. Асыл болдым енем маға қарашы, өз ерларым көп кісіді қуанта. Енем, енем, сол ерлардың сесінде, сен үйреткен сөзлеріңнің қуаты. Лучшие строки Кадрии, конечно же, о матери. «Мама, дай подержать твои руки, как два чуда они предо мной. Сколько мудрости в них, сколько муки, что мудрец подивится иной». Я даже не чувствовала, что у нее врожденный талант. Она 3 лет, 5 лет, она уже пела песни, ходила, прыгала все время. И вот это одна фраза мне осталась в памяти. Айкос, китатос, китайтер, китатос. Вот так она пела все время, по улицам ходили, его направляли на работу, восстанавливать разрушенные села, поселки. И вот там она пела. А когда было ей 11 лет, 11 месяцев она ходила, 1,5 года она чисто говорила. И вот все время, вот около как сядем кушать или что-нибудь, она все время говорит. А что говорит, мы не вникались в ее разговоры. Когда я ей скажу, замолчи, Кадрия, у нее рот не закрывается, говорит. Вот так она, вот когда начала писать, она в школе еще начала писать, когда была она в 8 или 9 классе. Ну, она себе в обиду никогда не давала. Она маленькая была, она все такая дерзкая была, она никогда не плакала. Когда Кадрия появилась на свет, говорят, живущий широко и щедро отец Кадрии, Уразбай Акай, пышно отметил рождение дочери. Потом поехала учиться в Махачкалу, педагогический институт. Там на 3-м курсе ее взяли. Лично Расул Гамзатович интересовался ею, и он рекомендовал ей отсюда с 3-го курса педагогического института уходить, поехать в Москву учиться в литературный институт. Как на подбор, за Кадрией у Тимирбулатовых появились сыновья – Шамиль, Аскер, Султан, Залим. Совсем маленький был, когда 8 лет все-таки разница была. Ну, по рассказам брата, Шамиля, они вместе были все время. Когда он в школу уходил, она незаметно, отец ей сумку привез откуда-то из города. Вот эту сумку она брала, никому ничего не говоря, и идет прямо за Шамилем в школу, и
И маленькая же, и засыпала на подоконник. Шамиль выходит, она спит. Шөлім менім сені еске мен алсам, юсан өскен төзліклермен яйрайсың. Ялаң аяқ кішке қыздың ызларың сен төсіңде дайым аяп сақлайсың. Тап анадай есі дерді балада, сөйтіп мені ісі көріп сүйесің. Билеп алып көкіректің төр бетін, ана сөзбен тептен болып жүресің. Өседілер қанатланып балалар, мен де келдім сау боласып кетпеге. Құм тастардың шетін өбіп шөллігім, кетемен мен халыққа құллық етпеге. Одна из светлых страниц биографии Кадрии – это почти как пушкинское лицейское братство. Ее одноклассники, подруги детства были дороги для Кадрии. Когда я приехала в 1962 году, она была в 8 классе. Подружками ее были Кокоева Альмира, Сафура Кайлагаева, по-моему, это Аджиева Мархаба. Эти все девочки, умницы все. Вообще весь класс очень хорошо учился. Кадрия очень уважаема была и взрослыми, и своими друзьями. Когда вы в школе учились, конечно, мы дразнили ее поэтессой. Кадрияман екеуміздің бала шағымыз орта төбе ауылында өсті. Бізде школаға барды. О заманда әзірлегіш класс деп айтатарын екеуміз бір шақырымдай жерде ауылдан тақ-тақ бір кішкей ауыл бар еді. Аз барында қара кірпіштен салынған школа бар еді. Сол школаға оқымаға бардық екеуміз. Ұзақ, ертең тұман, кеш қайтқанда ісі, қорқамыз. Ертең шақты бізді Кадрияның ақасы Шамил велосипедпен әкетеді. Қыс болғанда шарамен әкетеді. Сөйтіп, яслық заманымыз бек әру болып кетті. Вообще Кадрия была известна уже в школе, что у нее есть поэтический дар. У нас была какая-то стычка, разногласия с Б-классом тогда. Кадрия написала им ответное стихотворение, в стихотворной форме написала. Тогда, я помню, это поместили этот школьный, и все узнали, что она пишет. Вот она тогда только начинала. Но у нее был не только поэтический дар, она была очень артистична. В школе вообще мы с ней были очень близки. Мы вместе ходили в драмтеатр под руководством Рахмедова. В 1964 году я вел драматический кружок в Доме пионеров. Она первым записалась и добровольно взялась исполнять роль матери. И всегда, когда приходила на репетицию, она с собой носила книжку. Я интересовался, Кадрия, что там у тебя? Оказывается, у нее в этой книжке было очень много поговорок, пословиц. И во время игры, постановки, она не всегда соблюдала текст, авторский текст и прибавляла свои слова. Ну, в этот момент я все время ей подсказывал. Когда она окончила 10 класс, я написал в нашей районной газете статью «Кадрия Яхшиёл», «Кадрия, счастливого его пути». После этого она поступила в педагогический институт Макачкала, и наша дружба, наши связи с ней не прервались. Мы поступили после школы в институт педагогический имени Гамзата Цадасы. И там учились на месячных курсах, июль месяц, а в августе экзамены сдавали. И мы так подружились там. И после этого мы вообще, можно сказать, все эти 3 года не расставались. Все, какие у нас, если что-то от учебы время было, все, мы всегда были вместе. И до того дошло, что на каникулах тоже мы всегда были вместе. И до поздней ночи, если мы обязательно ночевали друг у друга. Первые стихи, первые даже строчки, которые у нее закладывались уже, она мне их читала. Ну, она была нежная, когда задумчивая, когда все на нее можно было смотреть и долго-долго смотреть, как она
сидит, что-то думает, ни на кого не обращает внимания, в раздумье. Ну, бывало у нее, она встает сразу, у нас всегда на столе ручка была и листок бумаги. Она вставала и сразу записывала какие-то строчки. И вот так у нее, даже во сне она писала, можно сказать. Особенно последний год стали жить на квартире с ней вместе. И на одной кровати, вот этой железной, мы спали с ней вместе. И перед сном мы всегда совершали прогулку. 1 квартал до самой центральной площади мы жили. И у нее стихи, вот прямо там же рождались эти стихи, строчки прям стихов. И 2-3 дня пройдет, у нее уже стих был готовый. Память о любимой подруге. В 1998 году в Казахстане Альмира выпустит сборник стихов Кадрии «Человек из солнца». Раннюю поэзию Кадрии заметил народный поэт Дагестана Расул Гамзатов и настоятельно рекомендовал поступить в Московский литературный институт имени Горького. В 1969 году Кадрия, будучи студенткой 3-го курса Дагестанского государственного педагогического института имени Гамзата Цадасы, едет в Москву и поступает в Московский литературный институт. Здесь помогает формированию мирозрения, пишет Расул Гамзатов, способствует углублению литературного вкуса, расширению кругозора. Человек, который стремится к совершенствованию, может здесь обрести многое. Кадрия обрела голос. Голос ее окреп, стихи стали глубже по мыслям и чувствам. Доверчиво, совсем по-человечьи, ты спишь, Москва, упав в колени мне. Пусть мое сердце легче бьется легче, чтоб ты не пробудилась в тишине. И вот во сне к тебе приходят дети. Москва, Москва, аулу Терекли. Наверно, тоже снюсь я на рассвете, как снятся дети, что давно ушли. Учеба на семинаре Сергея Смирнова, знакомство с поэтами-переводчиками Яковом Козловским, Наумом Гребневым, Татьяной Кузовлевой, Риммой Казаковой, Татьяной Бек, публикации на страницах еженедельника «Литературная Россия», в журналах «Аврора» и «Юность» – все это оттачивает поэзию Кадрии. Вольная дочь ногайских степей высоко поднимается в горы поэзии. Ее не пугают трудности подъема, и перед нами открывается мир поэзии Кадрии, который в трудные минуты заставит человека улыбнуться, а в самые счастливые – задуматься. Когда я познакомился в Москве, я поступил в Литинститут. Она уже перешла на 2-й курс. Она сама нашла нас. Была очень обрадована, что мы, дагестанские ребята, пришли, поступили в Литинститут. Вот так и мы познакомились и подружились на всю оставшуюся жизнь. Она была очень доброй, светлой души человек. Она приходила как заботливая сестра. Всегда нас было Казбека Мазаева, меня и других. Вот так мы начали нашу студенческую жизнь. А потом, проходя время, через год-два, Кадрия уже начала печататься очень активно в центральных журналах, центральных газетах, газеты, «Дружбе народу», «В новом мире». Это было просто сенсация в Литинституте. Все публикации наши ставили, показывали нам, стенд был. Каждая публикация была сенсацией в Литинституте и показывала. У нее чаще всех у нее было, чем русских и других поэтов, потому что в центральных журналах издаваться студенту в те времена это было очень невозможно. Она была вот такая, она пробивала себе дорогу, она торопилась. Я всегда думаю, вот сейчас тоже, проходя, сколько времени прошло, она она торопилась, иногда, может быть, даже раздражала нас это, куда она спешит. Но, видимо, она как-то, как будто бы интуитивно, может быть, чувствовала, что ей надо спешить. Кадрию читали все. Мы читали, ей народы читали. Весь Советский Союз почти знали ее, когда она уже завершила учебу, пришла здесь. Она была популярный, известный человек. Она ходила рядом с Гамзатовым, Ахмедхан Абубакар, Газимбек Багандов. Вот с ними, вот на этом уровне она была уже величиной. Когда говоришь Кадрия, вдруг появляется ее улыбка перед тобой, как ангел улыбка.
Кадрия, поэт, который рвался вперед. Она опережала время свое. Вот. А потом первая приобрела чувство освобожденности. У нас бывали долгие вечера, что мы Атау, Казбек, Мазаев, Кадрия вместе могли сидеть и говорить. Она говорила, что горы начинаются с равнины. Я подтверждала, так как у меня такие предгорья. В предгорье начинались горы, с равнины начинались горы. Но вот это отстаивание себя как поэта, как вот никем не сказанного слова, которое она находила. Хотела это сказать и находила это слово. Поле маковое, которое она страшно любила и рассказывала об этом. И в стихах это маковое поле, степи ее. Это все для меня было полынное, это, которое нам, кыпчаки, мы говорили друг о друге. Позже Шейх Ханум много посвятит своих произведений подруге. Кадрия, поэт о поэте, песнь в песне, поэт, рвавшийся в завтра, вперед шагая с нами, обогнавший нас, постигший чувство времени. Кадрия в Москве начинает принимать активное участие в общественной жизни страны. Она делегат 17-го съезда ВЛКСМ, участник Всесоюзного совещания молодых писателей, где народный поэт Кабардино-Балкарии, председатель литературного фонда СССР Алим Кишоков вручает Кадрии только что вышедшую в издательстве «Молодая гвардия» сборник стихов. Я познакомился с Кадрией до знакомства с его стихами. Потому что у него вышла такая маленькая книжка «Улыбка Луны». Там все это. Я и перевел несколько стихотворений на аварский язык. И перед этим 7-м совещанием молодых писателей они были напечатаны в аварской газете, маленькая подборка. На этом совещании, когда мы же смотрели друг на друга, приценивались, оценивались какими-то этими делами, и тут же там все-таки все это озаряло радугой Кадрии, понимаете? Она во всех отношениях была как-то активнее, виднее, в каких-то моментах могла продвинуть и мужиков вперед, да, своим самым. Я помню, когда в то время секретарь Союза писателей, это было такое большое понятие, да, и вдруг к нему подойти, там, это небожитель такой-то был, который все, у которого все есть. И когда участники совещания молодых писателей ждем, когда появится, и вдруг открывается дверь, идет Кадрия и Сергей Орлов. И все замерли. И такой момент, как-то где-то внутри, что гордость, да, сказать, наш человек там. Кадрия всегда, когда приезжала в Москву после литературного института, она останавливалась у нас в общежитии института, была такая гостевая комната, сапожок. Вот отдельная комната. И вот в отдельной комнате она останавливалась, и к ней приходили и наши студенты. И она очень была хлебосольным человеком, щедрым вообще, во всех отношениях. Вообще. Вот ее фамилия, да, Кадрия, с словом «я». Это был человек, который всегда имел свое «я». И поэзия, и в жизни. И вот этому «я» никогда она не изменяла. Особенно поэзии. Вот это сложнейшее время появляется хрупкая аульская девочка, которая переполох сделала в этом доме этой поэзии. Кто сказал, что с вершин начинаются горы? Кто сказал, что с вершин? Да и кто он таков? Ах, друзья мои, вспомнить сегодня нам впору неизменную истину долгих веков. Грудь земли покрывают обвалов останки, островерхие круче стаи камней. Мать равнина, как глыбина ханской осанки, так и крохи их спят и трясутся над ней. Вот в главном журнале страны «Огонек» выходит фотография золотой молодежи Советского Союза того времени, где запечатлена и наша Кадрия. Там же и ее интервью. Далеко от моего родного дагестанского аула Тереклимектеп до Москвы, где я только что закончила литературный институт. Мой диплом – книга стихов «Спасенные звезды».
Чего я достигла в свои 25 лет? На ногайском языке вышли 3 моих поэтических сборника. Готовится к печати в издательстве «Молодая гвардия» сборник на русском языке. Недавно меня приняли в члены Союза писателей. Мне очень повезло с переводчиками. Одна из них – Татьяна Кузовлева. В жизни бывает так, что даже короткие встречи и нечастые, редкие встречи остаются в памяти гораздо резче и яснее и дольше, чем, может быть, многолетние какие-то приятельские отношения. Так получилось у меня и с Кадрией. В основном, когда готовились выходить ее книги, и 2 из них, ее прижизненные книги, мне повезло, я их переводила. Я, когда посмотрела ее подстрочники, которые мне показали в издательстве «Молодая гвардия», где выходила вот ее первая книжка с Кадрия, с ее портретиком на обратной стороне обложки. Я прочитала ее подстрочники, они меня поразили очень живой интонацией. Живой, открытый, и чувствовался в этих, даже сквозь подстрочников, знаете, говорят, подстрочник как поцелуй через стекло. Но в подстрочниках, стихах Кадрии было столько жизни. Чем она меня еще покорила? Тем, что она открыта была совершенно и шла навстречу к людям с радостью, с открытой душой. И ее улыбчивость, ее книжки, которые вышли с ее портретами, они не отражают ее сути. Она была гораздо живее, ярче, жизнелюбивее, чем запечатленная на снимках. Но это так часто бывает. И первую книжку я перевела ее просто на огромном подъеме. Она писала о своих предках. Они написаны в кедрицком духе, и это очень располагает. Это значит, что она была начитанным человеком и хорошо знакома с русской поэзией. Я сегодня пригласила взглядом прадедов сойтись на мой порог, раздала подушки, села рядом, соскользнул с волос моих платок. Я их на порог свой созывала, словно предыстории в долгу, но лица платком не закрывала и не отходила к очагу. Я запела под дамбру, но пенье разлилось сердец не растопя. Старики смотрели с удивлением, бороды седые теребя. Умела дружить с теми выдающимися классиками нашими, да? Кайсен Кулиев, Расул Гамзатов всегда поддерживал, отправлял этот институт, следил. Амар Гаджиш Атаманов, аварский поэт, замечательный. Кадренок мой, Кадренок говорил вообще о людей, которые она не знала и к ней хорошо не относились. И Михаил Кузьмич Луконин, замечательный поэт. И Егор Исаев, и Рима Хазакова, и другие. Она же принимала, она не только принимала участие, она представляла Дагестан на крупнейших таких фестивалях, да? Скажем, там Пушкинские дни Болдина или Пушкинские дни Михайловского. Это не просто так приехала, там стихи почитала среди этого. Да, то время, это было время поэзии. И вот такое время прийти и заявить о себе, понимаете, так громко и так все услышание, другому ни одному поэту это не удалось. 75 лет минуло со дня рождения великого певца России. Во всесоюзном пушкинском празднике поэзии приняли участие жители Михайловского, гости из многих городов и республик, зарубежные писатели. В этот день здесь на многих языках звучали стихи Пушкина, стихи о нем. Выражением безмерной любви к гению русской литературы стал торжественный вечер в Кремлевском дворце съездов. В президиуме руководители коммунистической партии, известные советские писатели, деятели науки, представители общественности. Вечер открыл первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков. Слово о Пушкине произнес секретарь правления Союза писателей Российской Федерации, поэт Василий Федоров. Творческое общение со студентами из разных республик Советского Союза, обнаруженные Кадрией в библиотеке имени Ленина экземпляры книг ногайских просветителей начала XX века Аблухамитова Джанибекова,
Мусы Курманалиева, Басира Абдуллина, посещение подмосковного Архангельского музея усадьбы потомков Ногайского Мурзы Юсупа стали поводом для углубленного изучения духовной культуры ногайцев. Асыл таслы білезік, антикалы бір yüzік, берген едің бір кезік, қарайдарым қара көз, сені қалай ұмытайым. Айдыкілердің янынан, ақ сүйеклер тамынан, асыл юртлар яғынан, айырып салдың көзіңді, сені қалай ұмытайым. Ялғыз терек бау болмас, ялғыз тастан тау болмас, шолпан енмек таң атпас, қазақ шыққан қарайдар, сені қалай ұмытайым. Суып кетті қойыным, арсыз атам ойланып, вәде салар тойыма, мұңға көмген құдайсыз, сені қалай ұмытайым. Қарайдарым қарағым, өзің менен ала кет, амма ебін таппассың, зиба мойным заялап, құрманлыққа шала кет. Асыл таслы білезік. Конечно, эти 5 лет, которые она там училась, для нее это огромный багаж. Она близко познакомилась с такими поэтами, как Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Вознесенский, Белла Ахмадуллина. Даже с Твардовским она говорила, я знакома. Еще Кадрия тесно общается с ногайскими поэтами Исой Капаевым, Кельдахан Кумратовой и в будущем кандидатом филологических наук Шагидат Курмангуловой. Ну, с Кадрией я знаком с 1970 года. Я учился в строительном институте, решил поступить в литературный, приехал в Москву, в общежитие литературного института. Там из ногайцев учился Мурат Калмыкаев, Кадрия. И она сказала, давай я тебе помогу. И на самом деле помогала. Творческий конкурс проходить там очень сложно. Нужно было ехать на экзамены, и я приехал, там ее вторично увидел. И после этого завязалась долгая дружба у нас. Она была очень самобытная, как и внешне самобытная, и ее поведение, разговор. Для меня лично было это все в диковинку, и я, конечно, с такой любовью всегда наблюдал за ней. У нее хорошая память была, она читала наизусть и читала прекрасно. И на русском языке, и на ногайском языке. Мы создали семью Скильдыхан, Скильдыхан Кумратовой, и от нее я узнал, что они дружат. Она рассказывала о том, как она приезжала. Мой отец Суин Капаев сопровождал их на встречу в Иконхалк. Там такая памятная встреча прошла, что люди до сих пор помнят об этом. После окончания литературного института было время взлета. А она жила не сегодняшней жизнью, не сегодняшним днем. Она все время как вот потусторонняя. До того она вот вжилась в свою поэзию, в свои стихи. Вот это чувствовалось.
Вот она вызывала симпатию, влюблялись люди многие, она симпатичная была. Вот. И одновременно она была недоступна, потому что ее стихи были высокие. У нее был высокий полет. Когда она читала, виден был этот высокий полет. Она не полностью освещена и в литературе, и не освещена, не собрано все ее наследие Кадрии. Мы перед ней в долгу. Мы должны все это собрать и все это сделать, чтобы она почувствовала на том свете, что ее не забыли. С 1 класса до 11 класса ее произведения изучаются. Она писала, что с такой радостью, с таким воодушевлением, что она едет в Гавану. Шаки, родничок мой, привет тебе. Получила твое письмо, очень сильно обрадовалась. Я рада, что ты так хорошо проводишь время. Ты приглашаешь к себе, но у меня сейчас нет времени. Числа 24 июля я уже уеду в Москву. Почему Кильдахан не пишет? Из Москвы я приеду где-то 15 августа. У нас все хорошо. До свидания. До встречи. Твоя Кадрия. Кадрия – одна из тех избранных, кому посчастливилось заглянуть в бездонный святой колодец поэзии. Она заглянула в него и, как говорила поэт Ольга Бергольц, увидела там дневные звезды, тайное таинство природы. Поэзия Кадрии – свидетельство того, что свет дневных звезд она сумела донести до нас, своих благодарных читателей. В стихах Кадрии пространство и время не только смещаются по Пастернаку, они у нее сливаются в ее мыслях о вечном. Восприятие мира у Кадрии очень чуткое, очень четкое, наглядное. Оно не меняется у нее в главном, от стиха к стиху, от одного года жизни к другому. У нее, если вера, то обязательно в реальный мир, если тайна внутренняя, глубоко духовная, если небо, то непременно опрокинутое, как купол над степью. Ни земли, ни неба. Мне все свои секреты, и все она мне рассказывала. С кем она очень не в хороших отношениях, она мне всегда говорила, вот, что не подставляют ногу, ноги я не упаду, мама, никогда. Так она мне говорила. А потом вот с одним человеком дружил, такая, ее направляют в Москву учиться, он протестует, чтобы не поехала она. Тогда он говорит, что она мне рассказывает этого. Он говорит, если, говорит, ты уедешь, я завтра же буду жениться. Так разрешил, пожалуйста, женись. И он на третий день поехал и женился. А она уехала в Москву. Кел дедің аяулым, келдім сенің алдыңа, қарамадым алдыма, қарамадым артыма. Ауыр сөзлер арадан, ащы сөзлер арадан, бойсынғандай әйліге, келдім сенің алдыңа. Бермес деген нәсіпті, яшаудан тартып алдым, өктем жүрген жүрегімді, алдыңа сенің салдым. Кең яйылған елімнің, бұзып қойдым да зуларын, апасқа да алмадым, тоқта деген язуларын. Кел деген ауазыңа, қол киіктей мен келдім, қысметімді қолларыңа бір іркілмей мен бердім. Кел деген сөздерің яшауымда ер болды, бұл ердің мақамына арсыз аламым толды. Кел деген бұл ердан тәтлі ерлар бар мекен, ялғыз ярын ізлегенге бұл дүнияда кең мекен. Кел дедің аяулым, келдім сенің алдыңа.
Кадрия, закончив литературный институт, в 1974 году вернулась в Дагестан. В Махачкале она стала публиковаться в журнале «Советский Дагестан», где увидели свет ее проза. Кадрия написала рассказы, наполненные глубокой философией: «Одно мгновение любви», «Прости меня», «Встреча с Шарлем Бадлером», «Сказка, которая мне приснилась» и очерк о степных чабанах «Дерево надежды». Дорогой белого дня иду по родной земле и думаю, как много нужно рассказать о тебе людям, мой Ногай, и как мало сказано. И сады твои, и каналы, и отары овец, и белогрудые ласточки твои, и степные орлы, и белые сайгаки, и тихие песни в дремотной, но чуткой тишине твоих ночей. Все эти строки – величественные книги твоей жизни. Беру комок теплой земли, вдыхаю запахи свежескошенных трав, гляжу в бездонную синь твоего неба и, задыхаясь от счастья и нежности, шепчу: «Я люблю тебя, я бесконечно люблю тебя, земля моя». Там, где я родилась, солнце вечно горит в поднебесье. Я, рожденная солнцем, наследница вольной степи. Мне известно, что горы считают долину невестой и любуются ею, и шепчут ей тихо: не спи. А когда я уйду, осторожно ступая по звездам, и поведаю песни и травам, и круглой луне, чабаны, опершись на ярлыки, замолкнут серьезно, чтоб прислушаться к голосу, принадлежавшему мне. Скоро в Махачкале прошел 6-й съезд писателей Дагестана, где Кадрию избрали президиум съезда, а затем и правление Союза писателей республики. В 1976 году Кадрии предоставили квартиру в новом доме писателей на улице Синявина, 3. Эта квартира станет для Кадрии и кровом чуждой для степнячки среде, и адом на земле. Сам дом был построен в 1976 году, и Кадрия была одной из первых, кто приехал в этот дом. Наша семья тоже поселилась в этом доме в 1976 году, потому что мы знакомы с самого начала. Здесь жили в основном писатели. Жили мы в первом подъезде, на 3-м этаже 2 квартиры. Квартира моя, в которой я жил, и квартира Кадрии, 6-я квартира. Помогал Кадрие, когда она чисто по такой женской забывчивости могла выйти в магазин и захлопнуть дверь, а ключи оставить дома. И мне приходилось скрывать ключи со стороны личной площадки. Кадрия была очень добрым, милым, отзывчивым человеком, с хорошим чувством юмора. Взаимоотношения были прекрасные, общались мы не часто, но всегда встречали друг друга с улыбкой. Моя судьба щедра, как дождь весенний, но иногда задумываюсь я, а вдруг короткой, словно дождь весенний, окажется простая жизнь моя. Люблю ее, хотя порою трудно и неприютно в ней бывает и мне. Люблю ее ежеминутно, дотла сгораю в собственном огне. 2 года Кадрия живет в своем новом гнездышке, и в ее дом часто приходят близкие друзья. Biz Umar'ımız Mахачкалада yaşap başlayan zamanda 76 yıllardan alıp 78'ge deyim, Kadriya'nın ızgı gününü deyim, biz onun yolluqsa tanıyım. Nege dese, Umar onun bir köp biyatallarına yırlar yazdı. Yır yazıp bitkenden soң biz onun үйüne varamız. Kadriya'nın үйünde fortepiano var edi. Birinçili yırların Kadriya tыңлайды. Ол былай бек тонкая такая зат деп айтатын еді. Помузицируем деп. Biz baramız soğa, Umar birinçili yırların ол өзі тыңлайды. Екті түреп оңолыма түнлерде күтсең хабар. Сол күтуде әзіз анам, сен де барсың, сен де бар. Шынарлардың
салқынында Йырласам ноғай йырлар, сол йырларда Азиз анам, сен де барсың, сен де бар. Шынарлардың салқынында Йырласам ноғай йырлар, сол йырларда Азиз анам, сен де барсың, сен де бар. Когда мы собрались уже на всемирную встречу девушек, я с особенной отчетливостью понимаю, что мир, что покой этой земли не хранится ни на каких слонах и китах, а именно на хрупких женских руках, на нежности. И вот стихотворение о матери. Елама анам, елама, инине колларым салама. Что же ты плачешь, мама? Прекрасна моя судьба. Выпала мне дорога, мужество и борьба. Утри свои слезы, мама, и дочке рукой махни. Я знаю, как плачут женщины, когда несчастны они, как плачут они, теряя детей своих и страну, как плачут они, проклиная свастик и войну, как плачут женщины Чили. Я знаю, мама, пойми, выпала дочке дорога вместе со всеми людьми. Так пусть же над той дорогой, которая выпала ей, светит большое солнце, солнце улыбки твоей. Покоится мир планеты на хрупких женских руках. Так сказала Кадрия Тамирбулатова, дагестанская поэтесса, участница Всемирной встречи девушек, проходившей в Москве в октябре 1975 года. Вся наша нежность, наша доброта есть та надежда, мужество и сила, что в горестные тяжкие года творила этот мир и сохранила. Эти строки Кадрии Тамирбулатовой тоже родились там, на Всемирной встрече девушек в Москве. Общечеловеческими проблемами женщины, поэта и поэзии, она выступает на встрече молодых писателей стран Азии и Африки в Ташкенте в 1976 году. Мои стихи – это моя мечта, мечта моего народа и мечта моей Родины. Наши слова – современной литературе мелодия женщин, у которых всегда поют сердца, и они не могут молчать. С Узбекистаном Кадрию объединяла и дружба со студентом высших курсов сценаристов Рахсыбоем Мухамеджановым. До 70-е годы, по-моему, я поступил на высший курс сценаристов и режиссеров, и нам дали общежитие литературного института. Это на улице Добролюбова. У нас был лифт, и на лифте поднимались каждый к своему этажу. Я подхожу к лифту, там стоит одна красивая узбечка. Поднимаемся, я к ней обращаюсь по-узбекски. А на какой этаж вы подниметесь? Она говорит, я не понимаю. Я говорю, как? Вы разве не узбечка? Она говорит, нет, я не узбечка, я дагестанка, дочь ногайского народа. Потом мы познакомились, начали разговаривать. Она очень восторженно рассказывала о своем народе, нагайцев. Она рассказала, как вот эта часть армии Чингисхана состоялся из нагайцев. Почему? Потому что нагайцы были очень смелые люди, гордые люди. Она любила свой народ, да? Она всем хвалила, что она нагайка. Она говорит, такого народа нет в мире. Как говорится, не стеснялась, что маленький народ, нагайцы, что имеет такую гордость. Я знал, что у нас под Ташкентом тоже есть селение нагайцев. Во время, наверное, нашествия Чингисхана они остались здесь. До сих пор есть это селение нагайцев. Под Ташкентом есть станция Кадрия. Кадрия – это ее имя, да, я думаю. Как вы назвали свое имя? Кадрия, говорит. У нас, я похвастался, я сказал, у нас есть станция. Откуда, говорит, я не знаю. Что-то какое-то, переплетение было между нагайцами, между узбеками, когда вот было нашествие Чингисхана.
Потом я узнал, что она очень талантливая поэтесса. В то время печататься в журнале «Юность» многие не смогли. Их вообще не подпускали. Очень талантливых туда брали. Опалена предчувствием стихов, я пленена какой-то странной болью, она родной меж мною и тобою, как пелена, как темное стекло. Забыла имя, глаз не разгляжу, все стало мнимым, все проходит мимо, неизъяснимым день деньской томимо. То ворожу над книжкой у камина, то по старинным улочкам брожу. В 1976 году сборник стихов Кадрии «Улыбка Луны» удостаивается премии Ленинского комсомола Дагестана. К этой книге Кадрии балкарский поэт Кайсын Кулиев написал предисловие. Когда речь идет о поэте, главным остается дарование. С него мы и начнем свое короткое слово о молодой ногайской поэтессе Кадрии. В стихах Кадрии есть серьезная мысль, образность, сердечность, любовь к жизни, людям родной земли. 14 июня 1977 года в родном селе Кадрии Терекле-Мектебе состоялось торжественное открытие Дней литературы и искусства Дагестана в Ногайском районе. Помню ту встречу, когда она приехала, она привезла группу писателей, артистов, потому что она возглавляла тогда. Она была романтиком, и она была устремлена к будущему, потому что ее поэзия была выше только Ногайской степи. Она была на общемировой культуре. Мы знаем, что наши поэты, писатели национальных окраин грешили, так называемым социалистическим реализмом. Вот, но она была выше этого. Она не по датам, не по заказу, скорее всего, писала, хотя, видимо, и могла бы писать и к датам, и по каким-то социальным заказам. Она была все-таки большой романтик. Ну, так получилось, что вот именно литература нас потом в какой-то момент свела. И в 1975 году, я помню, пришла к Кадрия в редакцию. Она и раньше, когда другие там были, приходила, оказывается. Она принесла свои стихи. Она говорит, я так обрадовалась, говорит, что за отделом культуры ты работаешь, ты уже, говорит, сама пишешь, и дай мне хорошую подборку. Она говорит, конечно, говорю, какой разговор. Я ее фотографию тоже попросила. Я говорю, еще чуть-чуть добавь, говорю, стихи, я тебе очень большую подборку сделаю. Ее карьера летела стремительно вверх. И там дело даже не в том, что Расул Гамзат Фади, конечно, это и большое значение было, но еще от нее многое зависело. Она была настолько целеустремленная, вот как птичка, она прям вот только пела о своей литературе. В смысле, литература стала главным смыслом ее жизни. И, конечно же, я рада, что я училась с ней в одном институте. И не просто в одном институте, мы жили в соседних комнатах. Это очень много значит в общежитии Литинститута, потому что это совершенно своя была территория, своя республика, общежитие Литинститута, где проходила, может быть, еще более интересная творческая жизнь наших молодых студентов, поэтов и писателей, нежели в самом Литинституте. Я, конечно, восхищалась ей, потому что это была очень интересная личность прежде всего. К ней очень часто приходили интересные люди. Она дружила со многими актерами, режиссерами. Были самые разные интересные люди, которые приходили. У них был вообще очень талантливый курс. Вот этот курс, там училась Смертина. И многие талантливые поэты и прозаики на курсе Кадрии. Дуют ветры, ветры дуют, по степи кружат в бреду, что они мне наколдуют то ли радость, то ли беду. Мчится перекати поле, как планета в звездной мгле. Сколько горя, сколько боли остается на земле. Говорят, недаром люди в нашей стороне степной. Тот, кто вечно дома будет, не увидит над собой даже собственного крова, а не то, что всей земли. Дуют ветры так сурово, что сидеют ковыли,
болото перекати полем мчалась некогда и я. Доброю ли злою волей, как узнать теперь, друзья? Дуют ветры, ветры дуют, по степи кружат в бреду. Что они нам наколдуют, то ли радость, то ли беду? Все чаще на пути поэта начинают встречаться люди, покрытые неприкрытой завистью и где-то даже злобой по отношению к ней. Ведь Кадрия становится очень известной. Ее поэзия, опережая время, шла семимильными шагами вперед. Она много ездит по стране, участвует во многих всесоюзных форумах. Когда она была в одной из командировок, ее квартира была ограблена. Время было колыбелью для моих минут и дней. За окошком птицы пели, прилетев из-за морей. Я смеялась в искрах света, чистая, как первый снег, но потребовал ответа от меня однажды век. И земля качнулась грозно, как судейские весы. И впервые я серьезно посмотрела на часы. Это был писательский дом. Я о Кадрие не знала ничего. И вот когда мы переехали туда, я увидела молодую девочку, которая жила надо мной. Мы познакомились. Кадрия была, знаете, она настолько миниатюрная, с тонкой-тонкой талией, маленькая, с маленькими ногами, с маленькими ручками, с какое-то невозможное лицо, от которого, знаете, трудно было оторвать глаз. И она так глубоко всегда смотрела, такое было впечатление, что она вот может загипнотизировать. Это так она умела слушать. Она слушала, и то ли ее жизнь, то ли стихи там параллельно восставали. Она ведь интересная женщина. Но она ведь не просто интересная, она ведь красивая была. Девушка с подиума. Появление Кадрии в Дагестане как-то, знаете, взбаламутило нашу элиту, особенно женскую. К ней стали прислушиваться и, как она говорила, знаете, пугливо на меня смотрят. Чем я так навредила своим появлением, не знаю. Ну, я говорю, ты способная, ты талантливая. Поэтому талантливых людей коллеги не очень любят, поверь мне. И вот подошел тот день, когда она принесла стихи Станиславу Павловичу. Станислав Павлович не любил переводить женщин. Ну, не знаю почему. Он всегда так говорил: не люблю я женскую поэзию. И вдруг влетает Кадрия, и это уже не Кадрия. Это какая-то птица. Прошу, святой Ашух, настрой кумус и пой. Суть слова обнажай, как саблю бой нагаи. Пусть грает воронье, стенает степь нагая. Пусть песенной тропой на свой жестокий той стремятся скакуны сквозь резкий свист нагаек. Хочу я слышать вновь полночный гром подков. Чуя, клокочет кровь, зов пращуров почуяв. Рожденные с седле вам небо отче кров. Но тьмы плечом к плечу умчались и тьму веков. Закованный печаль кочеви, что в кольчуге. Вас захлестнула страсть, как стригунка аркан. Власть напоила всласть дурманом силы дикой. Приникнув скакунам, легкие смуглолики, вы с криками неслись карать тьму таракань. Иль пики поломать и кануть за яником. Вас полонил азарт, по коням хайт, 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 и нет пути назад. И побывав резоны, куда глаза глядят, летите, как гроза, не зная, что нельзя достигнуть горизонта. Не все равно куда, на север или на юг, от чьей десницы пасть и на какой границе. И билась на ветру кошма дырявых юрт, как бьются на юру постреленные птицы. Пред вами
вами храбрецы, и те склонялись ниц. Державы за спиной в развалинах лежали. Играл на жалах стрел зорницами пожар. Кружа в нежатой ржи тревожно ржали кони. И мнится, как не жаль, кривые сабли ржав. Вы сами от себя пытались убежать, навек ослеплены безумием погони. Торжественное заседание В Москве Центрального комитета от ЦК ВЛКСМ Кадрия получает приглашение быть участником 11-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване. Центральный комитет комсомола давно приглядывается к молодому поэту, к ее высоким гражданским принципам и активному участию в жизни советской молодежи. Однажды Кадрию приглашает ЦК комсомола и предлагают ей остаться в Москве и трудиться далее в аппарате ЦК. Но Кадрия отказывается и говорит свои знаменитые слова: «Я хочу быть рядом со своим народом». Но на родине, в Дагестане, Кадрия чувствует, что недоброжелателей становится больше, чем друзей хотя бы мнимых. Может, именно в этот момент в жизни Кадрия пишет: «Жизнь для меня то черна, то бела. Где-то жизнь восходила, а где-то катилась к закату. Я не знаю, смеясь или плача, вошла я в нее, и, храня мою душу, явились со мною крылата, как два ангела, два жеребенка, спасение мое. Меж печалью и радостью время незримо летело, и теперь стоит только вперед протянуть мне ладонь. Два коня ко мне мчатся, один ослепительно белый, и другой, словно угольный росчерк, стремительный конь». После ограбления квартиры незадолго до гибели Кадрия стала молчалива, задумчива. Как вспоминают близкие друзья, Кадрия буквально сказала: «Мне страшно заходить в союз писателей». Она стала получать угрозы, но Кадрия ни с кем не делится, ни с родными, ни с друзьями, и живет этой тревогой, нарастающей в душе последние месяцы. Одно стихотворение меня поразило, написанное при жизни молодой девушкой. Такое предчувствие гибели. И оно заканчивалось такими словами: «Но из пламя, но из камня ты верни меня, верни». То есть вот это было просто пророческое предчувствие ее именно вот такой трагической гибели, именно огня, именно чего-то очень, очень черного в ее жизни. Но поэты, настоящие поэты всегда пророки. Да, поэты, они пророки своих судеб. В своих стихах и даже в рассказах Кадрия, сама не ведая, пророчит себе ранний уход. Люди говорят, что девочку забрало к себе солнце. Оно превратило ее в самую красивую и самую любимую звезду. Говорят, что издали оно всегда любуется ею. В селении еще заметили, что на небе появилась новая звезда, которая дольше обычных задерживается над их домами и долго и печально смотрит на них. Может, эта звезда и есть их маленькая добрая девочка? Никто не знает этого, и никто никогда не узнает. А вы, месье Бадлер, вы боитесь смерти? Я не боюсь смерти. Я боюсь вечности этих несчастных существ. Вот ведь как случается, мы, художники, выдумываем этих людей. Они любят, тоскуют, мучаются, предают или совершают геройство. Неважно, что делают, словом, живут. И все в одном возрасте, не молодеют и не стареют. И кто бы ни нашел их, они всегда заняты одним и тем же. Должно быть ужасно скучно. Они даже повеситься не могут от скуки. А я боюсь смерти, месье Бадлер. Девочка, смерть не так страшна человеку, прошедшему жизнь. В жизни бывают вещи куда страшнее смерти. Разумно было бы бояться жизни, а не смерти.
Но все мы люди, и какая бы ни была жизнь, она сладостна. И прошу вас, не ходите в те сумерки, откуда я пришел. Не ходите. За 2 недели до трагедии Кадрия видится со Сраждином Батыровым, с ногайским художником, будущим этнографом и поэтом, который после ее смерти напишет серию картин, посвященных ей. Она дарит ему свою книгу. Предчувствия ее смерти у меня были. Когда ее обворовали, меня позвали соседи, дверь была взломана, и я посмотрела, я знала все ее вещи, что они, все украли, и даже одежду всю украли, и золото там украли, все. И она говорит, мне даже завтра не в чем идти на работу. А мои недруги, говорят, будут на меня смотреть и радоваться. Они же привыкли, что я каждый день одеваю новые красивые вещи. А я говорю, нечему им будет радоваться. Сейчас я все сделаю. И у меня был красивый костюм, я его еще ни разу не одела. Одели на нее, красотка, каре. Она говорит, как сейчас я пойду, и пусть они все задохнутся. Значит, там столько было неприятного. Как-то быстро закрыли эту тему. То, что ее обворовали и все прочее, это, знаете, как-то... Но такая поселилась вот в душе, такая тревога. И однажды она исчезла на всю ночь. Позвонить некуда, мобильников не было. И днем ее нету. И я подняла скандал. Позвала ребят, там Нурадина Юсупова, Рашида Рашидова. Я говорю, так, давайте через Нурадина на ее балкон, посмотрите в окно. Мне кажется, ее убили. Они полезли, посмотрели туда. Пришли, вертят у виска пальцем. Говорят, вообще ненормальные, что ли? Я говорю, у меня руки трясутся, говорю, а вы говорите. Ну, слава Богу. И вдруг она появляется. Я услышала по потолку, что она пришла, цокает каблуками. Я влетаю туда, хватаю ее за грудь, приставляю ее к стенке. Рассказывай все до капельки, что с тобой творится, что с тобой происходит, почему так, почему у меня, я говорю, такое предчувствие, что тебя убьют. Я ее трясу, маленькую, за плечи. А она ничего, она так смотрит на меня и говорит, нет, я тебе не расскажу, тебе будет плохо. И твоей семье. Я говорю, пусть будет мне плохо, пусть моей семье, но когда много знают людей, понимаешь, это не так просто. Ну что ты там натворила такого, что, понимаешь, почему? Я вот думаю, что с тобой должно произойти беда. Она взяла, обняла меня за шею. Она вообще была не такая, знаете, она не любила слюнить. Ну, подожди немножко, я тебе все расскажу. Она ехала в Юрмалу, мы уезжали мы в Чехословакию. И из Чехословакии мы ехали, а она еще сказала перед расставанием, она говорит, интересно, вот ты приедешь 30 июня, как я без тебя буду? А оказалось, там все рассчитали, что меня нету. Я уехала, и меня нет. Кадрия в середине июня 1978 года после поездки в Юрмалу на встречу с писателями заедет к брату Султану, который служил в армии. В Ригу уехала какое-то совещание молодых писателей было там. Она приезжала ко мне в часть,
столько масла привезла. Я говорю, Кадрия, масло зачем? Ну, я спрашивал у ребят, говорит, которые служили. Они мне сказали, Кадрия, там масла не хватает. Мало дает. Вот, я поплакал, ну, когда она уехала, чуть-чуть поплакал. Вот отрывками все. Так добрая была. И все время мне казалось, что она больше всех меня любит. Мне так казалось. Ну, всех она любила. Ну, мне вот казалось, что я самый маленький в семье был, может, поэтому. Но мне все время казалось, что она меня больше всех любит. После поездки в Юрмалу Кадрия начинает готовиться на 11-й Всемирный фестиваль молодежи в Гавану. И вновь поступают угрозы, все чаще, все жестче. «40 лет тому назад в этом доме, в этой квартире номер 6 Синявина 3А жила Кадрия Тимирбулатова, ногайская поэтесса. Я была ее соседкой, жила рядом с Синявина 1. Вот здесь рядом пятиэтажный дом есть. Я когда зашла в этот двор, я вот это все ощутила, и настолько, и даже мне сейчас говорить, честно говоря, очень сложно. Я была подругой ее сестры Софии Тимирбулатовой. Нам приходилось часто общаться с Кадрией, потому что ежедневно то София у меня бывала в гостях, то я к ней приходила. Вот, буквально перед смертью, за 3 дня в пятницу, я зашла Кадрию проведать. Мы с ней разговорились. Но тогда я молодая была, и особо я не поняла, потом я анализировала. У нее глазок был, она мне говорила, вы знаете, а у меня глазок закрытый. Я глянула, глазок у нее был закрыт такой картонной бумагой. Рядом стоял большой топор у прихожей. Ну, потом я поняла, осознала, что кого-то она боялась. Она говорила, мне так страшно, может, ты сегодня останешься у меня ночевать? Если бы я знала, что ей грозит опасность, я, может, и осталась бы, но я ушла. Словно почувствовав, что больше никогда не увидит родственников, она неистово зовет сестру Софью к себе в гости. Последняя встреча, это была в марте, она так просила меня по телефону, ну, хоть на часок, пожалуйста, приезжай. Она приехала, как раз ее поехала в Инакск, когда она сказала, ее в это время ограбили, ничего, нечего одевать. Я взяла нечто своих из одежды, поехала к ней на самолете, полетела. Я полетела на самолете, мы с ней ночь поговорили, а на следующий день я должна была уже уехать, каникулы кончились. Она мне так просила, останься, пожалуйста. А я не знаю, я почему-то нет, не осталась, так жалею, что надо было, конечно, остаться. Она меня проводила в аэропорт. В аэропорту самолет задерживался, ветреная погода. Мы опять сидим, она мне так опять просит, поехали, Махачкалу, останешься у меня. Ну, я такая упертая поехала, не захотела ехать обратно, мне надо на работу. А я в это время, может, у тебя работала учительница. И я улетела все-таки. И вот я последняя помахала. А уже когда она приехала из Юрмалы, в июне месяце, она мне просит, приезжай. А я откладывала, 30 числа я должна была полететь к ней. Проспала самолет, не смогла полететь. Она как раз собиралась в Москву ехать. Я говорю, хочу тебя увидеть, приезжай. Столько я тебе должна рассказать, она мне сказала. Вот в марте месяце она как раз давала документы, готовила, показала мне фотографии. Еще сказала, еще кто-то хочет ехать. Ну, у меня, говорит, это приглашение из ЦК комсомола, поэтому я еду. Я еще ей сказала, ну, что кто-то еще собирается, не помешает тебе ехать. Когда мы поехали в Москву и предложили остаться. Но она не захотела, говорит, я должна рядом с народом своим жить. Вот. Если бы, может, она уехала,
не было этой трагедии. Не замечая ни земли, ни неба, опережая собственную тень, неодолимо, одержимо, слепо я к людям шла сквозь быстротечный день. К сожалению, я не была знакома с Кадрией Тимербулатовой. Тем не менее, судьба свела меня однажды с ней. Это был конец июня 1978 года. И вот мы сели, сотрудники собрались, и вдруг открывается дверь, и эта красавица заходит. Заходит с огромным букетом роз. Я помню хорошо, темно-красные розы. Я еще не знаю, кто она, но я просто тогда в такой восторг пришла. Она пришла и спросила Патимат Саидовну, директора музея Гамзатову. Вот. Но Патимат Саидовны не было в это время на работе, и ей сотрудники сказали, что Патимат Саидовна, видимо, дома. Она тогда говорит, тогда я зайду к ней домой. И она ушла. Она ушла, и я спрашиваю, кто это? И сказали, это Кадрия. И вот она пошла к Патимат Саидовне, ну, в общем, вот такая вот встреча. И через 2 дня вот случилась эта страшная трагедия. Это было что-то из ряда вон выходящее, ну, и по масштабам, и по тому, на кого был направлен этот удар изуверский. И удивительно, что Патимат Саидовна потом нам сказала, что вот через 2 дня, именно в те вот минуты, когда произошло это злодейское убийство, все эти розы облетели в одночасье. Вот они все лепестки этого цветов, которые принесла Кадрия, они вдруг осыпались. Вот это Патимат Саидовна сама говорила. И впереди меня, быстрее ветра, готовая озвучить бытие, послом любви моей, надежды, веры, летело слово дерзкое мое. Я шел с Аварского театра по Буйнакской улице и в горком комсомола, что нас с Кадрией в первую очередь связывало. Она в эти дни готовилась уехать на международный фестиваль молодежи и студентов в Гавану. И вот мы встретились перед Союзом писателей, она выходила с Союза, такая радостная. Когда мы встречались, у нас всегда были теплые такие отношения, лучезарной улыбкой. Мы не говорили на русском, мы говорили, она на нагайском, я на кумыкском, мы разговаривали так между собой. Мы идем в комсомол, и она по дороге рассказывала, какие планы, какие дела. Кадрия, несмотря на свой возраст, я сейчас сегодня в стихах это понимаю, она была неутомимой такой, но в ней сидел там какой-то вот червячок такой, я все потом выскажу, все я сделаю, а она уже сделала все это. А вот это, а может в этом была зависть, потому что она была человеком, опережающим время. Она с нагайских степей взяла, великой степи взяла все богатство народного творчества. Она смотрела как-то, с любовью к человеку. В ней не было никогда в жизни тени зависти. Кому-то она завидовала. У нее времени не было завидовать кому-то. Или сделать что-то подлое не было, потому что она жила стихами. И вот никогда ничего не предвещала. Мы прошлись спокойно. Она зашла первому секретарю горкома комсомола, а я зашел в отдел. И вот так мы попрощались. Я пожелал ей счастливого возврата, хорошего полета в Гавану. И вот на следующий день трагедия пришла, весть о том, что ее не стало. Вы знаете, это на самом деле шок был. Человек уже печатает все мировые издания и за рубежом, и в Советском Союзе, и вдруг ее не стало. Что случилось? Я для себя иногда искал в ее стихах, искал ответы на эти вопросы. Кто же виновен в этой трагедии? Потом оно легло к земле, скользнуло. Углядела жизнь, черна или бела, и чьи-то души рядом всколыхнула, чтоб этих греть, а тех сжигать дотла. Судьба Кадрии, это мне чем-то напоминает судьбу и Марины Цветаевой. Вот та пронзительность, вот всегда впечатление того, что вот человек
поэзия вот рифмуется с лезвием, да, вот как бы шел по лезвию. И эта жизнь ее такова и была. Она предвидела свое, вот трагический этот исход. И то, что так с ней случилось, произошло, это как бы ее продолжение творчества. Это поэт своего народа, потому что поэт выражает дух, смысл, суть своего народа. То, что хочет народ высказать, он высказывает через своих поэтов. У Рубцова есть такие строчки: «И долго буду жить в своем народе». Вот я так полагаю, что вот эти строки вполне применимы и к Кадрии. Видно, она что-то почувствовала, наверное, не знаю. Но так особо страха не было у нее. И единственное, я ей сказала: будь осторожна. Ты в Союзе писателей успехами, про свои успехи вслух не говори. Тебе уже все там завидуют, уже слухи доходят до радио тоже. Будь осторожнее. Ты даже не понимаешь, что такое зависть людей. Ты там одна. Она в июне уже, она говорит: я должна, говорит, в Прибалтику поехать. И оттуда она вернулась такая счастливая. Это за неделю до ее смерти. Такая счастливая. Она рассказывает, как они в Риге были, как в Юрмале. И потом вот где-то 29 июня было открытое собрание, правление открытое, и должны были принимать члены Союза писателей, там и меня, и несколько человек. И вечером в тот день писатели ко мне собрались. Я говорю: Кадрия, ты же, говорю, самое, говорю, это все затеяла, говорю. Ты, говорю, почему не идешь ко мне? Все, говорю, спрашивают, Кадрия пойдет. Она говорит: знаешь, говорит, у меня столько дел, говорит. Она мне говорит: ты завтра ко мне приходи. Я падала, и путь верша сначала, друзей теряла на кругах земных, в сердцах людей жестокость различала, но милосердия больше было в них. Мне дали идти дорогою прямою, опережая собственную тень, и небо поднимая над землею, о новом слове думать новый день. Просто я когда вспоминаю, без слез о ней вспоминать не могу. Ногайский народ потерял великую поэтессу свою. Мы скорбим до сих пор по ней. Она не была похожа на других, она была особенная. Седную ночь мы с Абасил был народный поэт Дагестана, его тоже друг, мой друг. Они в соседстве жили. Его жены не было дома. Она поднялась наверх и спросила нас: ребята, у вас вот что-нибудь, еда какая-нибудь есть? Помочь вам чем-нибудь? Мы сказали: у нас все нормально, Кадрия, все. Об этом она думала. Она говорит: ну если у вас все нормально, дайте мне литературную газету. Мне надо «Малую землю» Брежнева переводить. И когда я газету взяла, я протянул газету. Это вот печальнейший взгляд, да, который... Я же тогда, я думаю, устала, наверное. Я думаю, там еще это надо переводить за ночь. И какая-то вот тревога существовала в ней, понимаете, какая-то понятная. То ли она, какой-то взгляд изменился, оглядка какая-то. Чувство какое-то тревожное. Вот эти дни, эти недели последние, она была какая-то заполненная каким-то непонятным, каким-то вот этим тревожным чувством. И мне несколько человек тоже говорили, что она сама тоже что-то говорила об этом. Ну, видишь, такая непонятная вообще, до сих пор не ясно, что случилось. И может быть, даже кто-то говорит, что какая-то машина все время стояла, там какая-то во дворе, красные «Жигули» стоял там. Многие люди у нас злые, ничтожные, знаете. И среди творческих людей тоже очень много таких людей, которые... Чем слабее человек, тем он завистливее, тем он ничтожнее. Хотя я не нуждалась, понимаете, зависти, потому что она была я, Кадрия. Она ничего чужого ей не нужно было. У
ну, своего вот достаточно, и поделиться со всем миром и оставить еще на века. И следующий день мы пошли на работу. Ну, день как день, июньский день был. Сели, вот здесь был чайхана у нас, в этом самом. И вдруг кто-то в бегу бежит и говорит: Кадрию убили. Тут вскакиваем, бежим в Союз писателей, где собрались писатели разных народов, значит, это Расулом значит не было. И, значит, он потом прилетел, и там, значит, и отправили нас туда, во двор, сожжено все вокруг, под квартире в этой. Я был один из первых, который зашел туда, и до сих пор вообще такое, конечно, впечатление, все сгорело. Я на своих плечах его выносил во двор, и мы сели в эту машину, и 3 часа я обосил, и от горы Култай поехали в Нагай. Был каждый шаг мой, как через преграду. О, слово, не останься в стороне. Пока жива, иди со мною рядом. Когда умру, стань памятником мне. Смерть ее была неожиданной, и поэтому слишком тяжелой и непонятной. Как? Откуда? Зачем? Все связано с ее именем было надеждой на большое чудо, которое, если не сегодня, то завтра обязательно произошло бы. И хотя вера, что среди обид, среди почета, среди надежд на мой успех, а в вышине моя работа, в которой я искусней всех, была у нее всегда, и была уверенность своей силой, которую она не теряла ни на минуту. Несмотря на все это, Кадрии сегодня с нами нет. И мы слышим ее голос только в стихах. Кадрия появилась как мгновение, яркое, как молния. И мгновение Кадрии длится в наших веках, и ее поэзия останется на устах древнего нагайского народа, как поэзия акынов средних веков, Асана Кайкылы, Шалкиеза, Кастувгана. Сегодня трудно найти нагайца, который не знал бы стихов Кадрии. Они известны не только в Дагестане. Ими восхищаются все те, кто услышал, независимо от того, в каком уголке он живет. Они переведены на русский, грузинский, на языки народов Дагестана, на языки тюркских народов мира, болгарский, сербский, белорусский, арабский и японский языки. Ее стихи были переведены на все языки народов Дагестана. Печатает ее уже в современных журналах, в таких журналах, как Байтерек. Они переложены на музыку. Стихи Кадрии музыкальные, лиричные, в них нежность, искренность, любовь к родной земле, народу. Ama yürek tapınadı tek sağa Em oylarım ata yurtum seni yakta Toqtaşı sen, toqta menin suyugum Seni kutken yıraklarda var meken Qaytar meni yıraklardan yuvukta
Как сказал Расул Гамзатов, Кадрия была красивым человеком и поэтом Божьей милостью. В 1984 году Расул приехал в Ногайский район. Расул Гамзатов, еще при жизни поотечески опекавший Кадрию, долго не мог смириться с ее гибелью. Он неоднократно отправлял запросы в Генеральную прокуратуру СССР. Просил ее взять под свой контроль это вопиющее преступление, которое не раскрыто до сих пор. Это преступление против поэта лежит немым укором. Вижу кровь, замирая от боли, опаленные вижу крыла. Кадрия горской музы давной, ты заветной надеждой была, не ногайской степи грамотейкой, в этот мир прискакавшей верхом, а застенчивой чародейкой ты вошла и блеснула стихом. Народ увековечил память славной дочери. Имя ногайской поэтессы носит улица, где она провела свои детские годы. Школа в родном селе Тереклимектеп, где училась Кадрия, носит ее имя. И там же открыт музей Кадрии, где дети сами рассказывают о ней. Во дворе школы скульптором Кошале Зармамбетовым установлен бюст Кадрии. Этим же мастером готовится новый памятник. Начал делать эскиз буквально. Я специально лицо не показываю, потому что он еще в работе, чтобы, главное, люди оценили масштаб, уже сделанный с пластилина головы. Я еще не знаю, в каком месте, если около школы, тогда, соответственно, дети будут дежурить, выращивать цветы разные. А если где-то в центре Тереклимектепа, тогда, само собой, тоже будет озеленение, будут здесь скамейки, здесь будут фонари, чтобы люди приходили и, общаясь друг с другом, вспоминали Кадрию, и одновременно, может быть, какие-то поэтические будут встречи там. Я хотел бы, чтобы там люди встречались именно. Матери с любовью дают твое имя своим дочерям. О твоей поэзии пишут диссертации. Сегодня у ногайского народа есть государственный оркестр народных инструментов, государственный фольклорный этнографический ансамбль «Айланай», государственный ногайский драматический театр. Но самое главное – степь, быстроногие скакуны, тропинки, на которых Кадрия собирала цветы, пастбища, где она вольно гуляла с бабушкой, помнят ее. Поколение наших детей выросло без Кадрии, но они наизусть знают стихи ее. Сол шөлікте күн сәулесі айлақ мол. Yazlık tаңы сол шөлікті атады. Ем түнлерді малқылдаған жұлдызлар шөл төсінде қалқып қонып ятады. Сол шөлікті күннен болған қызыман. Көкіректі отлы жүрек ұрады. Жүрек жүрін мен халқыма созаман. Соқпақ етіп халқпан өзім арада. Халқым, сенің шықтай таза табысың. Кірген менің тамырыма, қаныма. Ерім менің көңіліңді жылытса, мұннан үккөн нәсіп жоқты яныма. Живы стихи твои, Кадрия, жив твой образ. Они еще столетия будут с нами, с твоим народом, Кадрия. О тебе мы говорим, как о комете, которая пролетела на небосводе, оставив яркий след. Аулақларға көзі келер елтырап, аясына қызыл еміс ұслатар.